Я отошла от Бугаева больше, чем на 1,5 метра, поэтому могу разговаривать без маски. Да? Каждый из нас безопасен. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день все присутствующие как в режиме ВКС, так и кто пришел здесь, сюда, в это морозное утро. Разрешите от имени главы республики и от правительства, во-первых, поприветствовать вас на пленарном заседании Палаты и, соответственно, выразить свои слова не только благодарности, но и поздравления, потому что Палата перешагнула 10-летний рубеж. 10 лет назад, тогда, когда в недрах парламента республики рождался проект закона Республики Саха-Якутия об общественной палате, было очень много споров. Республика в законодательном регулировании всегда была пионером. И свой первый закон об общественной палате мы принимали вперед, чем был принят федеральный закон об общественной палате Российской Федерации. На моменте непосредственно второго чтения был принят федеральный закон, и нам пришлось вносить корректировки. Было очень много споров, вопросов, но мы пришли к необходимости сохранения нашей аутентичности, нашей специфики республики. Мы сохранили те моменты в законодательстве, которые позволили представить практически все общественно-политические силы. Я не зря говоря общественно-политические, того периода, которые существовали на территории республики. Да, Общественная палата предполагает последующее прекращение само по себе членства или приостановление членства в политических партиях, но ее формирование в любом случае происходило исходя из всех общественных институтов, которые были на территории республики. Было много споров о том, каким образом соблюсти интересы не только столицы, а ведь действительно в столице значительно легче решать вопросы общественных. Здесь кипит основная общественная жизнь. Но поэтому, соответственно, и было введено и соответствующее квотирование, и были разрешены вопросы для того, чтобы палата представляла интересы общественных институтов всей республики. Было много вопросов, связанных о том, каким образом вытолкнуть эту тему на уровень районов, муниципалитетов. Обсуждался вопрос о том, кто это должен быть. И нужно сказать, что благодаря именно руководству Общественной палаты того периода очень быстро были сформированы группы, которые проехали по всей республике. И во всей республике появилась новая политическая сила, которая формирует нашу общественную позицию, формирует нашу стратегию развития республики, которая, по сути дела, является своего рода, таким определенного рода индикатором снятия мнений населения. И у нас в районах республики появились точно так же представители и общественных палат. По сути дела, вот эта система, которая была выстроена, она дала нам сегодня возможность сказать: да, вы сила, которая может делать то, что вы делаете сегодня. Высказывать мнение по разным общественным вопросам. Кроме того, выступать не только индикатором позиции, такой лакмусовой бумажкой, по моему мнению, но прежде всего выступать и консолидирующей, иметь и консолидирующую роль. И кроме того, ту роль цементирующую, которую вы оказываете и показываете уже не на первых выборах, а уже достаточно серьезно зашли в выборную историю, да, то, естественно, говорит о том, что уже четко видна позиция граждан. И уже ни у кого не возникает вопросов. Если вы обратите внимание, да, если, например, даже лет 5 назад, 6 лет назад говорили там сбросы на выборах, да, там, подделка каких-то там бюллетеней, что-то все бегали, искали какие-то там вообще непонятные черные кошки в черной комнате, зашла Общественная палата, мы открыты, вот смотрите, камеры стоят, мы наблюдаем, ваши представители. Да. Было много споров между полномочиями Общественной палаты и депутатов. Очень многие даже депутаты, и мне даже как депутату, коллеги, высказывали позицию: так членство в Общественной палате круче, чем быть депутатом парламента. Может, мы туда уйдем, да? Но, тем не менее, каждая сила, она существует в зависимости в целом от системы политического устройства общества. И, соответственно,
вы смогли найти и точки соприкосновения с законодательным органом республики. И поэтому сегодня я поздравляю вас с десятилетием и хотелось бы поговорить о будущем. Прежде всего, рассматривая будущее, хотелось бы сказать, что в полной мере, наверное, сегодня, я думаю, что выскажу мнение о многих, тот состав Общественной палаты, который сегодня сформировался, он также представляет интересы практически всех слоев нашего общества. От аграриев, от культуры, от коренных малочисленных народов Севера, от экологии. Именно эти вопросы вчера в послании определял глава Республики Саха-Якутия. Именно их как базовые. И здесь при реализации послания главы, конечно же, мы во многом при его и подготовке, и при формировании позиций непосредственно слышали. Прежде всего, власть слышала то, что говорит и Общественная палата. Ведь очень много то, что вы вчера услышали в послании, было обсуждено и на ваших площадках. Начиная от повышения оплаты труда приемным семьям, заканчивая об усилении статуса непосредственно матерей, да, вопросы демографии, которые вы не раз обсуждали у себя. И эти предложения, а самое главное, конечно же, об усилении статуса матери. Поэтому вот вчера были приняты и такие решения. Немаловажную роль вчера была ваша роль и в тех вещах, которые поставил глава относительно экологии в республике. Да, вот я смотрю, когда на Галину Сафроновну, я сразу четко понимаю, главный эколог здесь на месте, в центре, все будет отлично, мы правильно идем. То есть я ничего не увидела. Когда смотрю на Николая Барамыгина, я понимаю, так, вот это все также находится, все, что касается вот этих вопросов, он также находится на контроле. Да? Также у нас с Августой Марфусаловой вопросы Арктики, те вопросы, которые вы глобально ставите относительно действительно арктического блока медицины, они очень четко понимаются властью. Поэтому спасибо вам за то, что помогли сформировать, и за то, что нам еще впереди многое предстоит сделать. Спасибо. Благодарственное письмо заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия вручается Черепановой Альбине Прокопьевне, члену Общественной палаты 4-го состава.